Кыргыз студенттерибизди чет өлкөдөгү Формула 1 өткөн трассадагы жарышка жибердик. Жыл сайын Shell Eco Marathon деген нерсе өтөт экен. Ар бир мелдеште 30дан ашык өлкөлөр катышат экен. Студенттерибиз 6 кишиден бир команда түзүп, биз болсо алардын расмий демөөрчүсү болуп бердик. Кошойбеки, а что говорить? Всем привет! Хотелось бы вкратце рассказать нашу историю, как мы сюда попали. Начнем с того, что вот наш основатель Айдана собрала нас всех, вдохновила, рассказала про Shell Eco Marathon и сказала: ребята, мы все сможем, давайте. Мы на энтузиазме собрались и столкнулись с некоторыми проблемами. Начали спадать розовые очки. Мотор у нас на 3 киловатта, а по регламенту там, по-моему, нельзя столько. Но мы это поздно узнали, поэтому контроллер мы взяли на киловатт 200. Ну, то, что уже по факту нашли в Бишкеке. И получилось вот это. И там еще наш мотор рассчитан на рабочий диапазон напряжения 62-70 вольт, а у нас контроллер только 48 вольт, потому что других мы не нашли в Бишкеке. И аккумулятор нам собрали на 48 вольт, потому что на другой вольтаж не работал сам контроллер. Өзүм мелдеш боюнча айтып кетсем, бул мелдеш Формула 1 жарыштары уюштурула турган трассада өткөн. Муну жарыш деп койсок болот. Бирок бул кадимкидей жарыш эмес. Бул жакта биринчи финишке келе турган жеңбейт. Бул жарышта жеңиш үчүн эң аз күйүүчү майды коротуп, эң көп дистанция жүрүш керек. Демек, муну үнөмдүүлүктүн жарышы деп койсок болот. Күйүүчү май болгондо 3 ар кандай түрдөгү кыймылдаткычтар менен катышса болот. Биринчи категория таза бензин, экинчиси водород менен, үчүнчүсү таза электро. Биздин командабыз таза электро унаасы менен чыкты. Вот это красный. Да, смотри. Куда? Я не знаю. Я же не подключил. Помаши. Они из Казахстана. Очень долго не могли найти партнеров, но вот нашли за неделю до начала соревнований и решили, что надо действовать. Буквально за неделю мы собрали раму, кузов, все комплектующее. И за 8 часов до вылета мы сделали матрицу для нашего будущего кузова. И за час до вылета полностью ее разрезали, раскидали по коробкам и прилетели таким образом в Катар. В Катаре уже, будучи в отеле, мы закупили все необходимое в местных строительных магазинах и собрали на коленках буквально наш болид. И поэтому наш мотор работает типа на процентов 40 мощности. Потому что компонентов у нас в Бишкеке нету, а ждать на заказ это типа с Китая, только если неделю 2 ждать минимум. А у нас срок в общем был, по-моему, 1,5 недели. Потому что нам как только дали деньги, мы начали двигаться. И вот это все, считайте, вот эту раму, например, сварили за день. Рулевой механизм потом на следующий день еще за день. Это все типа за неделю сделано было. Поэтому у нас кузов, вот эта обшивка, она очень корявая. Нам самим не очень понравилось, но это вот уже надо было что-то заканчивать, и мы вот так вот накинули. Но у них тоже, по-моему, нету вообще удобства, да, для пилота, для этого всего. Это проект казахской команды. Вот. Алейкум. С Кыргызстана? С Казахстана, да? Салам, Казахстана. Что, можно посмотрим? Да. Карбон-то мощный. Диски смотреть, да? Так, получается у нас подарок от машина Кейджи, а именно от Кошойбеки. Он оставил нам покушать. Вот, смотрите. Вау. Крышки, Вау. бургеры и напитки. Вау. Сейчас мы запустим впервые на полную мощность наш мотор. Ну на полную мощность не надо, брат. Цепь слетит просто. Готов? Давай. Готов? Готовы, Раз, готовы. 2, 3. Только нежно, брат, нежно. Не. 5 секунд для заводки двигателя. Уже не возгорания. Смотрите, сколько так прописано, погоди. Ну это я не на машину знал. Я знаю. Ну как будто она... Да, еще.
На максимум был? Нет. Я боюсь. На максимум пока не надо. Тормоз у нас насколько резкий, интересно? Найс. Ну вот, короче. Первый запуск прошел практически успешно. Это мы, короче, у казахов берем запчасти. Смотрим запчасти, есть ли подходящие. Если есть, то мы возьмем. Стриппер нам не пойдет. Там еще просто, если по-хорошему, там по времени, допустим, даже вот на моторе и колесе звездочки размер высчитывают. Там же как, передаточное число, они могут сделать, допустим, большую на моторе, маленькую на колесе, но из-за этого ему будет очень тяжело стартовать. Но на оборотах ему будет очень легко крутить. А если, допустим, наоборот сделать маленькую на моторе, а большую на звездочке, то будет легко стартовать, но на оборотах мотор будет больше напрягаться. Это типа кому под какие задачи что подходит. Некоторые, допустим, вообще ставят 1 к 1, или вот так вот экспериментируют с размерами звездочек, с передаточными числами, и вот так вот оптимальный вариант находят. А у нас не было времени тоже, потому что у нас все вот так в последний момент пришло из-за сжатых сроков, поэтому мы типа на глаз примерно там 1 к 1, у нас звездочка на моторе, она меньше, чем на колесе, раза в 2. Поэтому я считаю, что для таких коротких и сжатых сроков это отличный результат. Вообще много проблем было, с которыми столкнулись. Вот, например, батареи нельзя перевозить авиапутем. А, допустим, вот наземной доставкой мы уже не успевали. В Катар она никак бы не успела доехать за 2 недели. Мы ее, короче, умудрились разобрать по ячейкам. Вот Ренат напечатал вон 3D, на 3D принтере корпуса. Да, и мы их раскидали вот так вот по ячейкам, как будто это пауэрбанки. И просто в аэропорту вот так вот достают, такие, это что такое? Мы такие, это пауэрбанк. Они такие, ну ладно, да, и пропускали нас. И вот тут на месте он сейчас их спаивает обратно. А еще важный аспект, это то, что наша рама должна быть разборной, потому что перевозки на такое расстояние авиапутем тоже очень дорогие. И нам пришлось делать ее из 3 частей. И чтобы не потерять жесткость, мы специально на плазморезе заказывали из листового металла фланцы. Вот, она фланцами соединяется, и вот там болтами закручивается. Это чуть-чуть теряется жесткость, но это единственный путь, с помощью которого мы могли перевести авиапутем. Мы, допустим, все на голом энтузиазме пришли сюда с 2 футболками. Просто у нас реально из одежды вот рабочая и там выходная футболка. И вот то, что нам заказали партнеры футболки с логотипами. Потому что весь наш багаж и ручную кладь заняли ключи, инструменты и сама рама. Мы узнавали, сколько было бы, допустим, за перевес, если бы вот все в одно место положили как-то, или вот не разбирая, там вообще десятки тысяч долларов нам зарядили. А у нас таких бюджетов нет, так что мы думаем, лучше чуть потеряем жесткости и по времени, чем будем такие деньги переплачивать. За мотором. За мотором вырезали, вот эта дырка вырезали, и вот пол, который мы забыли, дощечки, там вырезают. Вот это наша рама. Здесь рулевая система, которая позволяет очень удобно и легко управлять болидом. Есть система торможения, то есть есть тормозная система на заднюю ось, есть тормозная система для передней оси, есть сигнальная система, есть газ, как на электросамокатах. И в целом, получается, рама рассчитана на то, чтобы быстро и очень легко управлять, при этом не прилагая много мощности от самого мотора. Олар жоқ болчу го баягыда, Булар негизи бар болчу, бул рулевой системанын ошо дөңгөлөккө немеси да. При поворотах он помогает, получается, легче поворачивать.
Это у нас мы делали сами, токаря вытачивали крутые кулаки, делали их с подшипниками, для того, чтобы он моем, получается, у Шелла вообще правило, есть такое правило, чтобы он полностью сделал полный разворот за сколько? 8 метров, да. Он у нас делает за 2-3 метра полный разворот, благодаря нашим кулакам поворотным. Еще мы сделали 7-градусный кастер для того, чтобы на скорости поворотов он не вылетал с поворота. Он заходил в поворот плавнее. Сейчас происходит работа по электронике. Мы подключаем электронику. ПМС, есть разные датчики. Есть один датчик, который нам выдали при входе в гараж. Сказали, его надо обязательно установить. Сейчас вот сидим и устанавливаем. Сейчас будет проверка инженеров, которые разрабатывали тормоза. Нет, тормоза классные. Он не тормозит. Ты должен тормозить до нас. Қазақ-қырғыз бір туған. Короче, гратулентмен. Игілік, успехов. Успехов, рахмет. Сіздерге көп сәттілік тілеймін. Инспекциядан аман-есен қалыңдар. Бұйырса. Вот наши братья. Негизи бул мелдеш жалпысынан 5 күн өттү. Ошол 5 күндүн ичинде тех инспекциядан өтүп жарышка чыгыш керек эле. Тех инспекция бул эмне өзү? Ар бир катыша турганына регламенттеги эрежелерге баш ийиш керек. Кузов, кыймылдаткычы, рамасы, электрикасы, коопсуздук системалары ошонун баардыгы регламенттегидей болуш керек. Анан ошонун баардыгын уюштуруучулар дал ошол тех инспекцияда текшерет. Тех инспекциядан өтүп баардыгы жакшы чыкса, ошондо гана жарышка уруксат берилет. Еще пока его ничего не держит. So there is no special like holders for the body to rest. So we just put it this way. Yeah. Хорошо, тогда на электрику потом зайдем. Ну, попробуем хотя бы спросить. Не-не-не. Ну, скажем, типа, да, так есть. Просто не успели сделать. Да. Типа выдавать У нас предохранители? просто два Нет, предохранитель на мотор есть, на хорн нету. Так тут 4 предохранителя. Я же говорил 2. Ну вот, а в схеме 4 предохранителя. я не успел переделать. Так, да, сейчас не пропустят. Значит, вообще ничего показывать электрикам. Да? Далее, Dimension хотя бы часть прошли. Часть прошли. Чем мы прошли? Так, драйвер контроль мы прошли, по-моему. Телефон. У нас уже есть такие успехи, видите. Прошли, Да, сейчас посмотрим. Здесь можно прям сразу посмотреть, какие части у нас уже одобрены. О, тут замерили. Вот. Видишь, мы прошли уже 2. Мы 2 прошли. Driver's Control и Vehicle Dimensions. Нам остается еще пару. Еще пару. Нормально. Вот это легко пройти, как только мы наклеимся наклейки. Понимаешь, это всего лишь. И wait мы пройдем сразу, как наклеим наклейки. Значит, еще 2 пункта, это легко. Это сейчас нужно сделать быстро. Остается 6. Остается 6. 6 из них driver safety. Типа, вот здесь вот нужно будет постараться, потому что ремни и так далее, все прикрепить. Потом vehicle design, это тоже с ним идет. Сейчас попробуем. Energy verification. И final check это буквально типа просто, чтобы чек последний. Поэтому остается 5. Так, сегодня мы уже прошли какую-то часть. И думаю, сейчас мы до 5. Сейчас мы быстро пойдем. Наклейки и wait пройдем. Вот здесь вот это все обрежем. Без. Мы сейчас должны, короче, в welding zone пойти, обрезать, сделать вот так вот, привести в вид, наклеить и пройти второй раз. А что, электрику не надо делать сейчас? Завтра. Мы сейчас не успеем или лучше быстро выдаем. 2 пункта, которые можем пройти, быстро пройти. В этом году именно команд, получается, там в нашей категории... В нашей категории больше 60. Да. Это, получается, категории там еще делятся, то есть это есть на ДВС, это двигатель внутреннего сгорания, есть электрический, есть на водороде. И в целом, то есть в нашей категории там более 60 команд. И там еще делится, то есть есть трехколесные прототипы, есть четырехколесные. И вот мы, если не ошибаемся, то будем соревноваться около 20-30 командами. Хочется рассказать про дух соревнований, то есть здесь очень здравая конкуренция. Ни одна команда не считает себя лучше, чем другие. Нету такого какого-то высокомерия. Все друг к другу относятся очень дружелюбно, помогают. Вообще без разницы из какой-то команды, какой нации. Делятся инструментами, идеями, помогают просто так. Уақыт достор аз эле калды. Мелдештин акыркы 2 күндөрүндө жумуш өтө көп болуп калды. Регламенттеги талаптарга баш ийиш үчүн студенттерибиз унаанын көп нерселерин өзгөрттү.
Бир маалда тех инспекциядан өтпөй калабыз деп отуруп калышты. Бирок жарышпасак деле тех инспекциядан өтүп коелу деп үмүттөнүп аракет кылышты. Бүгін ошондо дагы бир инспекция болуп. Да, последняя инспекция. Мы пройдем сегодня. Мы очень на это надеемся и в целом думаем, мы справимся, потому что вот до 12 мы сейчас заделаем основные части, пройдем еще 2 пункта, а потом пройдем электрику. Если электрику пройдем, то все будет хорошо. Сейчас сделали педаль для тормоза, потому что по условиям конкурса она должна быть педалированная. Вот. И подключили уже, у нас уже работает газ. Поэтому немного усилий и мы все пройдем. Мынакей газды кошуп коюшуптур. Анан азыркы учурда педальды кошуп жатышат. Мы прошли, к сожалению, только 6 пунктов техинспекции из 10, но я считаю, что это тоже невероятный, можно даже сказать, результат, потому что даже то, что мы сюда попали, уже очень большой опыт. Но в целом, все, что мы тут для себя учли, мы будем как-то применять в будущем. Наши болиды будут совершенствоваться, становиться только лучше. Поэтому спасибо всем, кто нас поддерживал. Спасибо нашим спонсорам. В будущем мы никого из вас не подведем. Будем представлять нашу страну и гордо поднимать наш флаг. Ушул студенттерге негизи чыныгы баа бериш керек. Анткени алар ушул унаасын 2 эле жуманын ичинде жасап, учаарда чачып, чемодандарга салып, анан чет өлкөгө жөнөштү. Кандай болбосо да бул аябай чоң эмгек. Жаштардын эмгегин баалаш керек. Мисалы достор, башка өлкөлөрдүн командалары алар эң аз 6 ай даярданышкан. Кийинки мелдешке да катышабыз десе, анда албетте эртерээк колдон келишинче жардам беребиз. Бул видео менен эмнени айткым келет достор? Жаштарыбызды колдоп турсак, чоң ийгиликтерге жетишет деп ишенем. Албетте башында эле ийгилик болбойт. Бирок биздин колдообуз менен жана алардын аракети менен аягында бир нерсе чыгат деп ишенем. Ошентип биздин командабыз Катарга барып келди. Командабыздын духун жакшы комментарий менен көтөрүп коелу достор. Анан ушул видеого лайк басып, достор менен бөлүшүп койгула. А силер менен болсо Машина Кейджи, кийинки көрүшкөнчө бар болула. Машина Кейджи, рахмат!